достаточно трудная, сложная, требует очень много затрат, не только вот времени, там, профессионального умения, но и душевных сил. Вот насколько ваш выбор был осознанный? Считаю, что любую профессию, которую ты выбираешь, надо прежде всего любить. И я благодарен своим родителям в том плане, что они, наверное, с детства проводили нам профориентацию и направляли нас в выборе профессии. И с детства, допустим, я знал, что буду врачом, потому что перед глазами пример папы, как успешного человека, который благодаря своему настойчивому упорству, труду, он добился тех высот и уважения среди людей, авторитета. И, конечно, как любой сын, хочется быть похожим на родителей, на папу. Поэтому с детства знал, что я буду врачом, хирургом, потому что папа был хирургом. Несмотря на это, допустим, папа все-таки вот в 9 классе я учился на летние каникулы, устроил меня тогда в реанимационное отделение санитаром, это был 90-й год, вот, и 2 года я проработал в реанимации санитаром с очень большими корифеями нашей профессии, да, и многому, то есть многое я увидел, научился, с азов так называется, да, что начиная с ухода, с уборки, отделений и так далее. Как вы знаете, реанимация — это самое сложное отделение. Вот, и, наверное, там уже окончательно сформировалось, вот, укрепилось в сознании, что да, я хочу быть врачом, хочу работать. И вот поэтому после уже окончания школы, конечно, по примеру своей сестры, которая уже заканчивала в то время Целиноградский мединститут, я поступил в то время в Целиноградский медицинский институт. И вот, ну, заканчивал уже, конечно, медицинскую академию города Астана, да, потому что к этому времени уже столица наша переехала на север. Вот поэтому выбор очень осознанный. И потом, ну, когда делаешь работу с любовью, она тебе нравится, ты не устаешь, да, не знаешь, что такое усталость. И пример многих старших товарищей уже потом показывает о том, что с преданностью надо относиться к работе, к своей, надо ее любить, отдаваться всецело, да. Если не отдаваться работе, не отдавать работе очень много времени, вы знаете, есть правило 10 тысяч часов. То есть, если ты 10 тысяч часов не отдал этой работе, ты не можешь быть успешным, допустим, да, и ты должен, это может быть ночь, утро, круглосуточно, ты должен работать, учиться. И вот очень много было наставников, которые учили, допустим, меня этой работе. Это вот Дальхан Ухманович Амиров, допустим, Юрий Владимирович Пан, многие-многие другие, у которых действительно азам хирургии учился. Вот. Ну, в последующем пришлось дальше учиться уже, да, и государство же росло, перестраивалось, и на определенном этапе, опять же, необходимы были менеджера, которые будут управлять предприятиями, организациями, и появились новые направления в обучении. И вот я благодарен своему наставнику Айкан Акан Чаканов, он был ректором Асфендиярова, он мне сказал: надо тебе учиться дальше. И вот я поступил в медицинский университет имени Асфендиярова, и второе образование мое было менеджмент, то есть управление. В последующем, ну, видя во мне, может, будущего руководителя, опять же, Айкан Аканчев мне сказал, что нужно поступать в магистратуру, дальше учиться. После этого я еще 2 магистратуры закончил, и стажировку за границей проходил в Соединенных Штатах Америки, в Турции проходили. И набирались опыту к руководству предприятиями. Это очень сложный процесс, но задача одна: мы работаем для людей, для населения. И работу нужно поставить таким образом, чтобы население было довольно.
Это очень важный момент, да, особенно здесь, вот у нас в центре крови, мы являемся производственным предприятием, и перед всеми мной и моими коллегами, сотрудниками стоит задача такая: человек, который пришел первый раз сдать кровь, он должен почувствовать вокруг теплоту, заботу о себе, что он не зря сюда пришел, и чтобы, когда он выходил из наших стен, он хотел еще раз прийти, сдать кровь и спасти кого-то. Вот. Если мы вот все смогли сделать для этого донора, что он придет второй раз, значит, мы нормально, хорошо отработали. Вот. И у нас очень много повторных доноров, мы их называем, те люди, которые первый раз пришли, а те люди есть повторные, которые пришли второй раз. Вот, и их количество растет, мы этому радуемся. Ну, в целом, вы знаете, есть золотой стандарт, безвозмездное донорство называется. Почему безвозмездное донорство? Потому что есть вопросы, когда люди хотят сдать и получить какое-то финансовое вознаграждение. Это тоже предусматривается государством, но мировой золотой стандарт – это безвозмездный донор. Он имеет определенное лицо. Это человек, который пришел, хочет помочь кому-то. И чтобы быть безвозмездным донором, нужны определенные требования, человек должен подходить. То есть понятно, что он не должен болеть определенными заболеваниями. Он должен накануне не есть определенные продукты, да, то есть он должен серьезно к этому отнестись, ведь он кому-то хочет помочь. И поэтому безвозмездный донор – это большая ответственность. Он несколько дней определенную диету придерживается, да, он должен выспаться, там, скажем так, там, если кто-то курит, утром не надо курить, и вот он хочет помочь, вот он патриот, да, мы говорим о том, что каждый донор патриот. Поэтому мы стараемся развивать безвозмездное донорство, и это у нас получается. В каждой крупной организации, управлениях есть ответственные по донорству. То есть нас поддерживает, конечно же, наше правительство, наша местная власть нас поддерживает. И я вам хочу сказать, что очень много руководителей, которых вы видите, может быть, каждый день по телевизору где-то, они являются нашими донорами. Это на самом деле достойные очень люди, и их подчиненные приходят. Очень большую роль, конечно, играют у нас люди в погонах. Большое им спасибо. Почему? Потому что люди в погонах, они не только вот несут свою службу определенную, но они еще и вот так помогают, да. Конечно, большим примером являются вот сами личности, такие, допустим, как Мухаж Ларнаевич Искендиров, это казахстанин Бегер, он приходит и сдает постоянно кровь. У нас есть крупные предприниматели, мои коллеги, там, Идильбаев Арман, допустим, да. У нас есть такая замечательная организация, где Орыс Культойбековна, вы знаете, Тастемирова, да, Красный полумесяц. Мы с ними очень тесной связки работаем, да. Конечно же, большую роль играют мои коллеги, врачи, которые первые приходят, и вот в тяжелых ситуациях, когда много тяжелых больных бывает где-то, они редкими группами, они приходят, всегда сдают, никогда не отказывают, потому что они и так вот всегда это чувствуют, вот этих пациентов, и так помогает, ну вот еще и так спасает. Вот. Вот за время руководства Центром крови были ли внедрены какие-то новые проекты? Ну вот, Как изменилась работа? Ну вот за 5 лет, которые я уже здесь руководителем, конечно, у нас мы работаем согласно мировым стандартам. Вы знаете, ну, бывают случаи разные, но вот безопасность крови у нас стоит на первом месте. Это служба крови Республики Казахстан. И по двухэтапному скринингу на инфекции крови, то есть, да, Казахстан входит в тройку лидеров в мире. То есть служба крови Республики Казахстан находится на достаточно высоком уровне. Мы, конечно, внедряем новые продукты, те, которые нужны нашим пациентам в стационарах. Мы 2 года подряд участвовали в международных конкурсах. На нашей базе мы внедряем принципы бережливого производства, это кайдзен, да, то есть ресурсы нужно использовать экономно, нужно
рационально подходить ко всему, что есть здесь у нас в центре крови. К нашим донорам надо подходить рационально. Вот 2 года подряд мы были лучшие среди медицинских организаций Республики Казахстан. Зеленый офис, вот у нас здесь есть награды наши. Среди предприятий медицинских ежегодно проводятся различные конкурсы. Вот мы тоже участвуем, тоже получаем высокие награды. Мы прошли национальную аккредитацию, получили 1-ю категорию. Вот. В последние годы, вот прошлый год мы внедрили для наших пациентов моно- и полидонорскую свежезамороженную плазму, то есть вирусно-активированную. Кроме этого, мы производим продукты, которые обеспечивают судебно-медицинские экспертизы в 7 регионах области, республики. То есть мы отправляем в другие регионы нашу продукцию, и она востребована, помимо того, что мы работаем в Жамбылской области. Вот. Поэтому, конечно, мы развиваемся. Нельзя останавливаться, надо развиваться, перениматься. Особенное развитие, конечно, мы, коллеги мои здесь получили. В 2019 году мы проводили международную конференцию по трансфузиологии. Приезжали представители стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Дали высокую оценку очень нашей работе. Да? Вот поэтому каждый день мы работаем над своим совершенствованием. Мы совершенствуем наши трудовые отношения, процессы и очень поддерживаем своих сотрудников. У нас есть определенные социальные пакеты для сотрудников. Поэтому вот такой у нас слаженный коллектив, такая команда наша работает. И мы 100% каждый год 100% обеспечение компонентами крови мы, конечно, в лечебной организации закрываем. Вот, кроме того, что вы возглавляете Центр крови, вы еще и являетесь членом АНК. Вот какие пути дороги привели вас в Ассамблею народа Казахстана? Ну, жизненный путь так сложился, что в свое время я был одним из молодых, наверное, самым молодым депутатов Жамбылской области. Вот. После этого я был в первом совете при президенте по молодежной политике Джамбульской области я представлял. Очень большая работа была проделана в направлении того, что мы вместе писали ныне действующий закон по молодежной политике. Да? То есть такая у нас большая команда была со всего Казахстана. Вот. И много еще других хороших вещей было. И, конечно, я отношусь к числу тех людей, которые постоянно в поиске, и что-то нужно делать. Ведь жизнь тебя поднимает на какой уровень не для каких-то там получения, может быть, блага. Чем ты где-то выше, тем можешь больше сделать хорошего для людей, допустим, да. И, конечно, в определенный момент я тоже не мог не участвовать в работе определенной ассамблеи, мне было это интересно, и сейчас это мне интересно, и ассамблея для меня открыла новые такие вещи, которые я не знал. Это вот ассамблея, мы говорим, это как члены всей одной семьи, да, очень большая дружная команда, которая денно и ночно работает над тем, чтобы государство наше процветало, в том числе у нас очень много моих замечательных коллег. И, конечно, работа в Ассамблее народа Казахстана и работа в службе крови, она созвучна, да. Вот в преддверии Дня доноров, вот у нас 14 июня Международный день донора, мы тоже сейчас снимаем замечательный ролик, на котором будет видно, что все мы одной крови, да. То есть неважно, какой ты национальности донор, и какой национальности тот человек, кому кровь пролили. Спасает все друг друга. И не играет роль ни национальность, ни когда ты родился, где ты родился. Доноры, они тоже, вот я же говорю, патриоты, они хотят помочь. И вот людям разных национальностей переливает кровь, да, и спасает. Это тоже наша ассамблея, да? Поэтому это очень созвучно. Мы все одной крови. Да? Помните мультфильм про Маугли? Да, вот я могу с уверенностью вам сказать, как ответственный в этой области, что на самом деле так и есть. А вот ваши планы на будущее, сейчас вот новый Казахстан, каждый человек должен внести свой вклад какой-то в его строительство, развитие. Вот ваши планы.
Ну, на самом деле вы правильно говорите, каждый человек должен вносить ежедневно вклад. Не обязательно строить Байкало-Амурскую магистраль там, или еще что-то грандиозное. Вклад каждодневно – это хорошо делать свою работу. Любимую свою работу нужно делать хорошо. Если ты находишься на своем месте и ты делаешь эту работу хорошо, значит, ты вкладываешься не только в себя, но и в процветание всего государства. Я не могу залезть на Эверест и поставить, может быть, сейчас не могу залезть на Эверест и водрузить флаг, там, допустим, да. Но если я буду делать здесь, сегодня свою работу хорошо, качественно, и мои коллеги будут эту работу качественно делать, значит, мы успешно участвуем в процветании нашего государства. Понимаете? Поэтому, конечно, задача любого руководителя воспитания молодежи подрастающей, да, вот, наверное, это тоже очень большой вклад, воспитание детей. Ведь самое сложное, оказывается, воспитать детей, да, можно много о чем говорить, но детей собственных воспитать очень сложно и правильно. И я всегда поражаюсь и преклоняюсь перед своими родителями, которые нас воспитали. Вот, поэтому, наверное, вот реально каждодневный вклад – это твоя работа, воспитание своих детей. Тогда будет все хорошо. Каждый должен заниматься своим делом. Понимаете? Каждый должен каждый день заниматься своей работой, очень хорошо заниматься. И я думаю, тогда мы будем процветать. Если врачи будут заниматься медициной, строители будут качественно строить дома, дорожники будут строить качественно дороги, да? Учителя будут воспитывать качественно наших детей. Вот мы тогда достигнем процветания. А если я буду ходить ложить асфальт, а дорожник будет работать в центре крови, разве мы будем процветать? Поэтому вначале мы с вами говорили, что важно выбрать себе правильную профессию. Так вот, если человек правильно выбрал свою профессию, и он ей отдается сполна, делает свою хорошо, свою работу, вот это и есть наш новый Казахстан.